Как сделать уроки русского языка и литературы интереснее, доступно и понятно рассказать о произведениях классиков, добиться интеллектуального роста и внимания к материалу у учащихся? Именно на эти вопросы постаралась ответить в своей диссертационной работе преподаватель русского языка и литературы Роза Саакян. По наблюдениям специалиста, на сегодняшний день школьники больше предпочитают визуальное восприятие информации вербальному. Такая ситуация несет риски ухода учащихся из речевого общения. В условиях цифровизации жизни для разрешения противоречия между нерегулируемым расширением сферы визуализации окружающего мира и опасным снижением потребностей школьников в словесном представлении действительности исключительную значимость приобретает работа по развитию речи средствами произведения живописи. Для учащихся школ самыми доступными произведениями живописи являются репродукции картин, размещенные в учебниках, иллюстрации к текстам художественной литературы и других источников. Однако, как утверждает специалист, дидактический ресурс картины по развитию речи школьников остается неиспользованным. Поэтому был сформирован фонд культуроориентированных средств развития речи. Это перечень репродукций картин абхазских и российских художников для разных классов, поделенные на такие темы, как город, море, времена года, деревенские и городской пейзажи и другие. Такой же тематикой для учащихся абхазских школ была разработана и виртуальная онлайн-галерея с QR-кодом. Разработанная нами виртуальная картинная галерея, в отличие от опыта уже существующих виртуальных картинных галерей, является дидактическим ресурсом. Сегодня в виртуальной картинной галерее функционирует 12 тематических залов, среди которых представлены залы море, горы, времена года, дворик, подвиг, сельская местность, стога и другие. Идея создания виртуальных картинных галерей возникла относительно недавно и объединила художественные залы России и Европы. Обратная реакция учащихся и зрительно воспринимающих картину реализовывается через критическое мышление. Это значит, что безучастным к обучению школьник не остается. Обратная реакция учащихся, зрительно воспринимающих картину, может реализовываться через их критическое мышление, мотивирующее конструктивный диалог зритель-картина, зритель-художник, ученик-учитель. В данных условиях устраняется желание обучающихся становиться сторонним наблюдателем процесса обучения. Диссертации и наблюдения преподавателя Розы Саакян сделаны на основе личного опыта с применением всех вышеупомянутых материалов и методик. В результате единогласным решением комиссии Розе Саакян была присвоена ученая степень кандидата педагогических наук. Гугу Савардания, Раму Камки, Абхазское телевидение.